Место для проведения досуга появилось в прошлом году у жителей села Галашки. Прошло почти 20 лет, и вот, наконец, в селении построили новый ДК. С большим новосельем в первую очередь детей поздравляет и старейшины села. Теперь свои таланты в стенах этого центра будут развивать дети со всего поселения. Просторный и светлый зал для занятий хореографии, где ребята будут обучать не только лезгинки, но и танцам народов мира. Помимо этого, вокальный кружок декоративно-прикладного искусства. Поздравляю мамочку любимую! Открытие этого объекта решает сразу несколько проблем. Одна из них – отсутствие библиотеки. Здание старое обветшало настолько, что пришлось привести весь книжный фонд на хранение в частный дом, а это более 25 тысяч книжных экземпляров. Огромный потенциал в том, что появились новые возможности посещать новые кружки художественные, танцевальные. Студия хореографии, гримерная, библиотека, книгохранилище, развивающие кружки. Радость жителей Галашки полностью разделяет и в Сагапши, и в Кантышеве, где также в 2017-м распахнули двери новые центры культуры. Создание возможностей для творческой самореализации детей и молодежи села. С открытия этого дома культуры я запишусь на музыкальный кружок, чтобы побольше узнать о музыке и развиваться дальше. Впрочем, открытие культурных объектов еще впереди. Более 170 миллионов рублей Ингушетия получит и в этом году на строительство 8 домов культуры в разных населенных пунктах. Одним из ключевых условий выделения федеральной субсидии – это софинансирование из регионального бюджета и обеспечение качества строительства всех объектов. Вторую жизнь благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014 и 2017 годы и на период до 2020 года получила и ДК Выкажева. После первого за последние 15 лет капремонта Дом культуры открыл государственный хореографический ансамбль «Магаз», солисты которые уже год репетируют здесь. Развитие культуры и туризма на 2013 и 2020 годы – еще одна программа, благодаря которой капитальный ремонт провели в домах культуры в Троицком и в Инарке. Пожалуй, самый важный и даже необходимый ремонт в зданиях коснулся кровли и отопления. Открытие отремонтированных домов культуры отметили первыми концертами. Все новогодние мероприятия прошли в новых стенах, но кроме места проведения досуга сельчан, ДК – это еще и площадка, где теперь будут проходить самые главные сельские мероприятия. А скоро праздник открытия разделят и жители других сельских поселений региона. Зелимхан Калоев, Новости 24.